Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые телезрители. В эфире программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях Магомед Бинцаев, ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета Мухаммад Машвоу. Есть такие вопросы касаемо, насколько, допустим, сегодня университет готов к реформам в сфере промышленности нашего региона? Хороший, актуальный и такой действительно своевременный вопрос. Действительно, этот год объявлен Рамзаном Ахмадовичем, нашим лидером, годом промышленности. Мы все стали свидетелями, как была встреча Рамзана Ахмадовича с министром промышленности России, с Денисом Валентиновичем Мантуровым. И мы все слышали, что стороны договорились о подписании дорожной карты развития промышленности республики. По всей видимости, нас действительно ждут такие существенные, такие прорывные сейчас движения вперед в части развития промышленности региона. Конечно, это нас радует. Мы, как технический вуз, можно сказать, нуждаемся в таких реальных секторах экономики, для которых мы могли бы вносить свой вклад. И не только кадровый. Вот вы сказали, в основном подготовка кадров, но на самом деле ситуация, она более комплексная. Разработка проектов, верно? Да, кадрами дело не заканчивается. На самом деле мы сейчас очень активно по многим направлениям работаем, не только по формированию кадров, но и непосредственно подготовке какой-то документации, обзорных данных, аналитических данных, сопровождения проектов. Вот практически во всех крупных инвестиционных проектах на той или иной стадии участие принимал Грозненский нефтяной университет. Вот простой пример. Пашиный гидрогэс, если не ошибаюсь, 11 мегаватт. Это будет такая первая, более-менее такая, можно сказать, мощная гидрогэс. Сейчас, как в Итум-Калимском районе, вы знаете, уже активно идут там сейчас подготовительные работы. И вот всю работу, связанную с геологией, геодезией, выполнял Грозненский нефтяной университет. Достаточно сложный объект, гидропроект. Заказчик — это дочерняя структура Русгидро. Проект идет на госэкспертизу, сложные горные условия. То есть мы очень отлично справились с этой задачей. Пришлось как следует повысить, можно сказать, свои компетенции ряду сотрудников, поскольку проект... опыт. Да, получили хороший опыт, значит, заказчик доволен. Это только один из примеров. На самом деле, вот и во всех других проектах, там, Грозненская ТЭЦ, значит, Грозный МОЛ, где-то на уровне качества строительных материалов, где-то там строительный контроль, где-то инженерные изыскания. Мы во всех этих проектах. Это невидимая работа, про это, можно сказать, не часто пишут СМИ, потому что, скажу честно, маркетинг и продвижение нас тоже немножко хромает. Мы больше заняты, можно сказать, делом, но на самом деле... Ну, а вы как считаете, я вас перебил, это правильно, то, что об этом не знают в обширных массах, что вуз выполняет такие масштабные проекты, но освещение? Ну, мы стараемся говорить про это как минимум студентам, чтобы они понимали, вот сейчас многим кажется, что вуз — это действительно только подготовка кадров. Сегодня в условиях рыночной экономики университет — это госкорпорация, которая должна заниматься высокотехнологичными услугами в интересах региона. И не всегда это должна быть коммерческая история. Мы иногда какие-то вещи просто в интересах каких-то будущих инвестпроектов делаем, можно сказать, за счет собственных ресурсов. Готовим какую-то базу, мы знаем, что если этот инвестиционный проект как бы реализуется, обязательно вуз получит свои дивиденды, свои бонусы. Даже трудоустройство наше кадровое — это тоже определенный бонус. А существует ли такая практика, где, допустим, вуз имеет возможность заработать, допустим, те же хорошие деньги для саморазвития? Не только существует, она как бы активно продвигается, и сейчас вообще в рыночных условиях понятно, что бизнес-модель, устойчивая модель университета, она связана как раз-таки с наличием хорошей бизнес-модели. То есть хоздоговорные договора, возможность зарабатывать деньги — это на сегодняшний день то, что делает вуз более устойчивым, более независимым к разным бюджетным, скажем так, колебаниям, потому что бюджетное финансирование тоже вопрос такой, знаете, у нас подушевое финансирование. Отчислили 500 студентов, бюджетное подушевое финансирование может там резко уменьшиться. Поэтому мы хотим
вот это, не зависеть от этой волатильности, связанной там со студентами, с наличием их количеством. Поэтому хотим иметь устойчивую модель, и у нас достаточно, скажем сказать, крепкая вот эта вот научно-техническая, научно-производственная, инжиниринговая база, и мы ее активно используем, зарабатываем средства. Они идут в копилку фонда оплаты труда тех людей, которые задействованы во всех этих процессах. То есть уровень зарплаты этих людей, можно сказать, процентов на 50 растет за то, что мы их, значит, обеспечиваем базу, чтобы они участвовали в таких проектах. Вот элементарно есть там различные экономические эксперты, такие как Клаус Шваб там, и другие люди, которые часто пишут, чем делают. И некоторые из них считают, что будущая промышленная революция, она оставит очень много людей без работы. Так вот, современные технологии в промышленности и нефтяной университет на одном и том же языке разговаривают? Говорить вообще в целом про нефтяную промышленность, ну, как бы тезис номер один, что Грозненский нефтяной — это не только нефтяная промышленность. Мы с вами даже на одной из предыдущих встреч говорили, что для нас нефтянка — это одно из, там, может быть, 10 направлений, которые мы активно развиваем. Поэтому я, честно говоря, даже не считаю, что нефтяной, можно сказать, такой главный эксперт сейчас в высоких технологиях нефтянки, поскольку в регионе у нас, вы знаете, рынок переработки он отсутствует, а рынок добычи, ну, как бы намного, скажем, намного слабее, чем известное время, в силу известных событий. Понятно, был уничтожен весь нефтекомплекс. Поэтому у нас, я считаю, что все-таки сильные реальные сектора экономики. Это строительство, это энергетика, IT-рынок, хоть и небольшой, но достаточно динамичный рынок. Здесь я скажу, что, значит, технологии, которые сегодня продвигаются, они, безусловно, в сторону безлюдности, они, конечно, уменьшают количество людей занятых, но на самом деле рабочие места, они, я думаю, что в целом как-то балансируются за счет того, что эти безлюдные технологии потом требуют все-таки наличия каких-то других специалистов в части контроля, качества. Появляются какие-то все равно новые рынки. Какие-то рынки исчезают, но какие-то рынки появляются. Вот в сфере, вот в атласе перспективных, или я не помню, как он называется, профессии Сколково, появилась такая профессия, как лунный геолог. Можете себе представить, лунный геолог. То есть, по всей видимости, вот через какое-то время понадобятся геологи для Луны. На ум приходит такой человек, как Илон Маск, который уже... Вот сама политика такого человека, как Илона Маска, вам она близка? На самом деле для большинства молодежи, не только американской, но и российской, такие люди, как Илон Маск, они все-таки являются определенными мотиваторами. И надо дать должное, несмотря на то, что их и критикуют, и кто-то считает их авантюристами, кто-то их считает очень таким продвинутыми инженерами, которые работают на переднем крае науки и техники. Разные мнения, но то, что эти люди, безусловно, делают прорыв в части развития высокотехнологичного производства, вводят на рынки какие-то новые продукты с какими-то новыми потребительскими свойствами, это факт. Те же электромобили, те же многоразовые, вот эти вот, значит, космические там корабли. Вот. Но если по кораблям я как бы не специалист, но будучи выпускник Московского автодорожного института, по автомобилям, электромобилям, мы прекрасно понимаем, что все-таки этот рынок, он имеет за собой будущее. Вы как технократ, для вас ближе электромобиль, либо машина с двигателем внутреннего сгорания? Конечно, мне привычны двигатели внутреннего сгорания. Мы все привыкли. Мы даже еще подсознательно не перешли на бесшумный электромобиль. По электромобилям действительно много вопросов. По утилизации там, аккумуляторов, потому что это не совсем безуглеродные технологии. Когда мы говорим про электромобиль, про солнечные батареи, к сожалению, это не в чистом виде отсутствие углеродного следа. Углеродный след там присутствует. Другое дело, что он в разы снижается по сравнению вот, как бы, с тем же, значит, ДВС там, и так далее. Но в условиях, когда сейчас весь мир, мировой тренд говорит про снижение парниковых газов, про декарбонизацию, про нулевой там, углеродный след, в любом случае технологии не будут развиваться. И уже развиваются. И мы видим, что сейчас в Европе, в Америке уже активно развиваются сети там, водородных заправок, там, заправки электромобилей. Так устроена рыночная экономика, что в любом случае, чтобы ты как-то на этом рынке, на глобальном рынке ты держался, ты в любом случае этим трендам должен следовать.
Какие-то, я видел, уже электрозаправки появляются в торговых комплексах в России. Электромобилей все больше и больше. Нет дилерских автомобилей, но вот этот черный рынок электромобилей, он уже в России, он уже сложился, он есть. В Грозном ездят электроавтомобили. Я думаю, что очень скоро станет вопрос и наличия тиражирования сети электрозаправок. То есть с учетом вот этого жестких ограничений по декарбонизации, я думаю, что электромобили, водородные технологии, значит, альтернативные источники энергии в целом, они, конечно, будут развиваться. Это уже, я думаю, знают и школьники. Если появится у вас такая возможность купить себе электромобиль, вы сделаете? Я бы хотел быть, честно говоря. По ценам они дорогие, к сожалению. Тесла, либо Opel, либо что-то другое. Я недавно видел Volvo. Я не знаю, они поставляются в России, но очень интересный дизайн. По всей видимости, Volvo, как всегда, и в части безопасности достигли очень хороших, видимо, этих показателей. Это, по-моему, это был 100% электроавтомобиль. Вот, в журнале, в самолете видел новую машину. Для интереса вот хочу посмотреть, сколько она стоит. Мне просто интересна стоимость, потому что Tesla нормальная начинается, по-моему, от 5 там, Да. выше миллионов. Это... Вот смотрите, когда приезжал премьер-министр Мишустин, да, он посетил именно Грозинский нефтяной. После его посещения вот, какой-то настрой поменялся, либо были какие-то события, которые направили вас по каким-то новым проектам, либо предложения. Это же реклама как-никак. Да, на самом деле, конечно, мы очень гордимся вообще всеми вот теми историческими как бы фактами, которые состоялись за последние 2 года. У нас 2 раза побывал и наш лидер, наш лидер, безусловно, лидер, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Для нас это действительно очень большая честь. В течение вот 2 лет на юбилее был Рамзан Ахматович, и с Мишустиным Михаилом Владимировичем был Рамзан Ахматович. Вот, конечно, и, естественно, второй человек в стране, там, премьер-министр страны Михаил Владимирович вместе с нашим лидером, когда они посетили университет, для нас это, конечно, большое событие. Надо отдать должное нашим молодым айтишникам, которые умудрились впечатлить нашего впечатлили нашего премьера хорошими проектами. Это все было не по сценарию. Многие вещи были не по сценарию, это однозначно. Потому что я знаю, потому что сценарий готовил я, и то, что там происходило, это вот сильно отличалось от сценария. Вот тот же проект по Почте России, его не было ни в каких наших сценариях. Просто, вот, к примеру, захотелось посмотреть, узнать, что на этом экране показано. Там просто был какой-то проект, один из проектов. Он заострил на нем внимание, дальше подошел студент, начал про него рассказывать. И он настолько сильно этим проектом заинтересовался, что через какое-то время к нам влетело поручение правительства, где написано, что этот проект нужно внедрять на уровне Почты России. И сейчас вот этот студент, он, конечно, во-первых, очень сильно мотивирован, его труд заметили, представляете, на каком уровне. На высших. Да, и в принципе ребята не подвели, то есть это не просто бумажная какая-то была задумка, то есть они его проработали до уровня технического задания, которым могут воспользоваться уже реально опытно-конструкторские службы Почты России. И по тех заданию этих студентов Калужский электромеханический завод сейчас проектирует, значит, опытно-конструкторскую установку интеллектуального почтомата. И это заслуга нефтяного университета, верно? Да, таких студентов много, но вот, знаете, вот эта вот долина, как ее иногда так называют иногда инноваторы, долина смерти, когда вот от идеи до рынка, до реальной, значит, до тиражирования нужно вот это пройти, достучаться до нужных институтов развития, найти средства для того, чтобы эту идею превратить в реальный образец. Из 1000 доходит только, понятно, единицы там, проектов до рынка. Ну, вот так устроена, к сожалению, в России система вот, трансфера, что вот, для того, чтобы продвинуть действительно прорывную, стоящую идею, иногда нужно попасть в нужные двери, в нужный институт развития, в нужные руки там, и так далее. Вот эти ребята нашли как бы правильное свое место, нужное время, оказались в нужном месте. Их проект, он действительно жизнеспособный, интересный для рынка и для этой госкомпании, про которую мы говорим, Почта России. Должен вас поздравить с этим. Магомед, и вот вопрос, который всегда, наверное, беспокоит студентов и преподавателей. Это противоречия, которые между ними возникают.
Вот сам процесс передачи информации, то есть передачи знаний от преподавателя, профессора к студентам сейчас на каком уровне? То есть какое внимание вы этому уделяете? Безусловно, вся эта ситуация с пандемией, она повлияла на систему передачи информации. Вот сейчас, конечно, говорить тяжело о качестве, о его повышении или понижении, но все сейчас в один голос говорят, что качество якобы упало в связи вот с этим активным внедрением дистанционных технологий. Но в целом по нашему университету могу сказать, что мы вообще выбираем те способы передачи информации, которые максимально комфортны студентам. То есть это не полный дистант, это не полная очка. То есть мы стараемся найти такой правильный баланс, где какие-то не очень критичные для инженерных специальностей, например, дисциплины, студенты могли бы проходить в дистанционном режиме. То есть у них какой-то разгрузочный день появляется расписание, где они могут через платформу, допустим, пройти курс там, истории, там, культурологии там, и так далее. Вот. Поэтому очень дозированно меняем классические способы информации на цифровые, смотрим, как значит, обратная связь идет. Анализировать, что стало лучше, хуже, вот пока вот нам очень, очень тяжело. Но мне кажется, не ухудшилось качество. Вот, потому что норма-контроль, он присутствует да, в любом формате, будь то дистанционный, будь то очный, все равно не сдают определенный значит, какой-то там предмет в классическом варианте, зачет, экзамен. Вот контроль качества, контроль, итоговый контроль, он везде присутствует. Но вот стараемся все-таки в ногу со временем студентам давать эти дополнительные сервисы. Без них нельзя, это рыночная экономика. Мы должны понимать, когда такие крупные госкорпорации, как Синергия, например, предлагают кучу цифровых сервисов, что ты можешь сидеть дома, все проходить на платформе и получить ровно такой же диплом бакалавра, как и нефтяном университете, только они все делают там очень легко. Да, понятно, что есть много вопросов к качеству по разным тем или иным вот этим чисто дистанционным вещам, но такие сервисы на рынке есть. Вот. И поэтому в этих условиях, конечно, мы вынуждены тоже предлагать какие-то сервисы. Вот студенты, иностранцы иногда очень часто спрашивают, а есть ли возможность там для заочников дистанционно, через платформы и так далее. Мы однозначно формируем очень хороший цифровой контент, но вот уровень и степень его использования в пропорциях с классическими методами, как бы стараемся подбирать, варьировать, делаем это очень аккуратно. Вот сейчас у нас по 12 всего дисциплинам идет в прямом смысле как бы обучение через платформу. Это чисто гуманитарные дисциплины. История, культурология, там, философия, они там, еще какие-то. И то мы смотрим, наблюдаем, насколько там вот, за счет отсутствия вот этого очного контакта снизился уровень качества. Пытаемся вот уловить такого, что прям падения мы пока не видим, там, не наблюдаем. А какова доля вот сейчас примерно именно промышленников в вашем вузе, преподавателей, именно которые учат техническим наукам, да, то есть профессиям, их больше или меньше, чем гуманитариев? Если говорить про технарей, безусловно, конечно, у нас технических специальностей много. В целом учебный план бакалавра по техническому направлению, там, будь то строитель, энергетика, он устроен так, что там гуманитарных дисциплин не очень много, но может быть там процентов 20, может быть там обязательно там присутствует какой-то там региональный компонент, региональный, национальный компонент. Но в целом, конечно, там больше технарей в вузе. А если говорить про промышленников именно в фокусе людей с производства, мы обязательно их привлекаем. То есть я не помню, есть какой-то процент обязательного наличия людей с производства, он даже оговаривается где-то вот в наших профессиональных стандартах, я не помню каков, но мы целенаправленно привлекаем людей с производства, иногда даже без опыта вот, преподавательской деятельности, чтобы была вот связь с людьми с производства. Практически на каждой кафедре, по каждому направлению у нас присутствуют производственники. Вот, потому что это очень важная составляющая, без них работать теоретики, конечно, хорошие, там, доцент, профессор, но без связи с производством, это неполноценная, мне кажется, все-таки получается подготовкой. И прежде чем закончить нашу с вами программу, хочется подвести вот финальную черту. Мы начинали с темы промышленности, и, конечно же, я этот вопрос еще раз озвучу. Если сегодня
получится так, что промышленные реформы в нашем регионе потребуют специалистов у вуза, то мы их предоставить сможем, верно? ВУЗ, безусловно, эту задачу выполнит. В вопросах качества и в вопросах их наличия практической компетенции тут нужно разговаривать с теми индустриальными партнерами, которые будут эти проекты реализовывать. И если не будет заинтересованность от партнера, вопрос качества, он под большим вопросительным знаком. Вот вчера, свежий пример, руководство компании ЮТР. Они набирают до 600 человек под новый, понятно, инвестпроект. Это наш новый аэропорт, международная компания ЮТР очень активно сейчас, я так понял, будет осваивать новые маршруты. Им нужно 600 человек. Они были в гостях у университета. И когда они вот задают точно такой же вопрос, вот вы готовы нам поставлять там кадры, обучать, мы вам дадим как бы методики и все. Я сказал, нет, мы не готовы по вашим методикам готовить кадры. Нам нужно ваше участие в этом процессе, чтобы вы участвовали вместе с нами, поставили нужное оборудование, хотя бы как минимум выбрали то оборудование, значит, которое должно быть, участвовали в разработке учебных программ, в реализации практик и так далее. Вот сейчас ошибка многих наших индустриальных партнеров в том, что они думают, что ВУЗ должен давать им готовые кадры. Так не бывает, этого быть не может. Ровно наполовину в этом процессе, ну, половину, пусть не это большая цифра, но хотя бы на треть в этом процессе должен участвовать будущий работодатель. Я хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы делаете, и пожелать успехов и вам, и вашему вузу. Мама Дересхел за участие в нашей программе. Вообще для общества мы всегда готовы, нам всегда интересно пообщаться с интересными собеседниками, которые доносят до широких масс то, чем мы занимаемся. Дересхел.